Сформированные в годы войны 18 фронтовых концертных и театральных бригад побывали на 11 фронтах. Физкультурные организации ТССР готовили новые резервы для Красной Армии. 9 мая 1945 года стало главным кульминационным моментом в истории Великой Отечественной войны. День Победы навсегда остался в памяти народа республики. На слайдах вы видите руководителей республики 45-60-х годов. Первым председателем Совета министров ТССР был Саид Мингазович Рахиль. Основной целью руководства республики в послевоенное время стало восстановление хозяйства и возвращение ее к мирной жизни. В период руководства Медгарифана Замалиевича Азизова было подписано постановление о производстве игрушек. В то же время бурное развитие промышленности в республике способствовало росту числа научных учреждений. Социальным достижением периода явилось массовое строительство жилья и социальных учреждений по единым типовым проектам. Особенно много домов этой серии строили в микрорайонах Танкодром, Борки, по улицам Андрея Кутуя, Космонавтов, Восстания и Декабристов. В 1948 году в Казани открылась первая троллейбусная линия. Она соединила центр города с новыми кварталами Заречья. В связи с постановлением о дальнейшем увеличении производства зерна в стране и освоении целинных и залежных земель, десятки тысяч юношей и девушек откликнулись на призыв партии и комсомола помочь в обработке земель и последующем сборе урожая. Еще в 1941 году планировалось проведение декады татарского искусства и литературы в Москве, но в связи с началом Великой Отечественной войны ее удалось провести только в 1957 году. Публика бурными овациями встретила коллективы Татарского академического театра, Татарского театра оперы и балета, Казанского русского большого драматического театра, Мензелинского колхозно-совхозного театра и Татарской филармонии. В 1934 году при Московской консерватории была создана Татарская оперная студия, а в 1956 году Татарский театр оперы и балета имени Джалиля открыл свой сезон в новом здании. Татарский академический театр имени Камала был награжден орденом Ленина, Казанский Большой русский театр имени Качала орденом Трудового Красного Знамени. В 1958 году была учреждена государственная премия имени Тукая, которая ежегодно присуждалась за выдающиеся произведения литературы, музыки, живописи. Первых лауреатов вы видите на слайде. В этом же году был открыт памятник великому поэту Габдулле Тукаю. В это время в начале своего большого пути было телевидение, и строительство Казанского телецентра открывало широкие перспективы его развития в республике. А в 1952 году Советский Союз впервые принял участие в Олимпийских играх. В команду лучших спортсменов страны входили и представители Татарской республики Николай Тетертин и Игорь Феоктистов, участвовали в соревнованиях по гребле на байдарках. Знаковым периодом для республики стали 60-е и 70-е годы. Благодаря умелым и талантливым руководителям Татарстан за короткое время стал мощным промышленно-перерабатывающим центром СССР. В этот период самым молодым первым секретарем обкома партии был Фикрят Ахмеджанович Табиев. По воспоминаниям Искандера Фикрятовича Табиева, вопрос о строительстве завода КАМАЗ был решен за партией игры в домино, когда Фикрят Ахмеджанович сопровождал Леонида Ильича Брежнева в поездке. Постановлением Совета министров ТССР от 14 апреля 1969 года создается Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. В Казани в 1967 году был построен дворец спорта на 6 тысяч мест. В этом же году построили здание цирка на 2300 мест. Здание было уникально по своей конструкции, а для подсветки была применена светомузыкальная аппаратура, изобретенная студентами КАИ. В 1973 году постановлением Совета министров ТССР здание цирка включено в список памятников архитектуры республиканского значения. В 1967 году республику посетил первый космонавт планеты Юрий Гагарин. Казань также посещала и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. В
В 70-е и 90-е годы республика активно участвовала в жизни страны. Провозглашенный в период перестройки политика демократизации и гласности привела к существенным изменениям. Руководители республики этого периода представлены на слайде. В 1972 году Татарстан награжден орденом Дружбы народов. Ленинская премия в области науки и техники в 1978 году присуждена Борису Александровичу Арбузову и Аркадию Николаевичу Подовику за работы по химии фосфороорганических соединений. В 1979 году Казань обрела статус города-миллионника. Крупным событием в истории здравоохранения Татарстана явился ввод в эксплуатацию в 1982 году новых зданий Республиканской клинической больницы. В середине 80-х годов новую силу обрело женское движение в ТССР. Большую роль в этом сыграла Дания Салиховна Давлетшина. С 80-го года она была секретарем Президиума Верховного Совета ТССР, а с 85-го председателем Союза женщин Татарстана. 9 февраля 1985 года состоялся второй съезд женщин Татарии, на котором был принят устав и программа организации. Под руководством режиссера Марселя Салимджанова театр встал в ряд ведущих театральных коллективов СССР. Поставленные им спектакли «Голубая шаль», «Угасшие звезды» Карима Тинчурина, «Эльдермен» из Эльдермыша, «Туфан Миннулина» стали явлением театрального искусства в общероссийском масштабе. В этот период и спортсмены республики вышли на мировой уровень. Всем известны имена олимпийских чемпионов, чемпионы мира и Европы Ольги Князевой, Наили Гилязовой, Айрата Хамматова, Алисы Галямовой и других. В последнем десятилетии 20 века республика получила новый статус и новые права. Это открывало небывалые возможности и перспективы, однако также налагало огромную ответственность на руководство Татарстана. Учитывая общий экономический и социальный упадок в стране, это, возможно, самый непростой период в жизни нашей республики. На переломном этапе правительство возглавлял Мухаммад Галямович Сабиров. Он стал последним председателем Совета министров ТССР и первым премьер-министром Республики Татарстан. В мае 1992 в Казани состоялся первый съезд народов Татарстана. Татарстан с деловыми визитами посещали высшие руководители страны: президент Борис Николаевич Ельцин, премьер-министр Виктор Степанович Черномырдин, Сергей Владимирович Кириенко и зарубежные делегации. Создание Академии наук Республики Татарстан в сентябре 1991 года сыграло определяющую роль в сохранении научного потенциала и дальнейшем развитии исследовательской деятельности. Одним из создателей Казанской археологической школы заслуженно считается Альфред Хасанович Халиков. В 2000 году Казанский Кремль включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Татарстан Республика Сахам России Федерации Сынхолог артисты Ильхам Шакиров, Тайсырны халық артисты, Тайсырны Хамрасовсырны отқазанған артисты Әлфия Авзалова, ол вақыттағы татар мәдениетінің көрнекті вәкиллері. В 2014 году учреждена Государственная премия Республики Татарстан имени Алимасова в области науки и техники. Хоккейный клуб «Акбарс», образованный в 1956 году под названием «Машстрой», становится трехкратным обладателем Кубка Гагарина. В Казани основаны и ежегодно проводятся престижные театральные фестивали, такие как Международный оперный фестиваль имени Шаляпина, Международный фестиваль классического балета имени Нуриева. Татарстан – это уникальная республика, построенная на фундаменте мирного взаимодействия и сотрудничества представителей всех народов, проживающих на ее территории. Совместно преодолевая трудности и добивая поставленных целей, мы строим динамично развивающееся общество, где гармонично соответствуют высокоразвитые технологии и старинные традиции. Все мы – частички одного большого целого, и труд каждого вливается в общее дело развития и процветания нашей республики. Спасибо за внимание.